Александр, живую дискуссию у нас вызвал вопрос по приобретению садик силами родителей таких вещей, как там очистительные средства, туалетная бумага, что там еще, ручки, карандаши, разукрашки, книжки и прочее. Должны ли родители что-либо нести в сад, в школу? Что государство вообще должно давать? Действительно, до, скажем так, прошлого года была практика, насколько мне известно, опять-таки по отзывам родителей, практика сборов денежных средств на различные нужды школы, класса, группы в детском саду. Однако в прошлом году были приняты изменения Министерством образования в соответствующее постановление, согласно которым теперь все денежные средства могут передаваться исключительно в попечительский совет. То есть, что такое попечительский совет? Детский сад и школа – это учреждение образования, УО сокращенно. Учреждение образования – это некоммерческая организация, которая выполняет некие социально полезные функции. В нашей ситуации они обеспечивают обучение, воспитание детей. Следовательно, при таком учреждении образования создается структура, которая называется попечительский совет. Кто в него входит? Могут входить педагоги, представители родителей, каких-то общественных организаций и, в принципе, любые лица, возможно, там госорганов. То есть попечительский совет, он занимается функциями, скажем так, не контроля, а некого мониторинга за надлежащим осуществлением школой и садиком своей деятельности. Таким образом, попечительский совет может решать, какие именно нужды есть у конкретного сада или школы, определяет перечень и стоимость. Соответственно, он может предложить, подчеркиваю, предложить родителям сдать деньги на то, чтобы потом приобрели все эти необходимые вещи. Если кто-то из родителей откажется, никто его, естественно, не вправе принуждать, заставить, то есть угрожать, применять какие-то меры ответственности. Есть еще родительские комитеты. Так вот, родительский комитет вообще не вправе делать предложение о сборе средств. И он не вправе собирать эти денежные средства, только попечительский совет. А каким образом деньги собираются? Просто с рук на руки, либо как эта процедура? Опять-таки, законодательно все обеспечивается процедурой пожертвования. То есть это называется пожертвование. Когда гражданин может передать какую-то денежную сумму или, кстати, имущество тоже может передаваться. Игрушки, какие-то там канцелярские товары, может передать деньги и имущество безвозмездно учреждению образования. То есть, если это деньги, есть расчетный счет, вы можете через банк перечислить какую-то сумму на счет учреждения образования с пометкой там для, например, обеспечения уставной деятельности этого учреждения, или даже указать конкретно, например, на приобретение канцтоваров там, или на приобретение моющих средств, туалетной бумаги, разные бывают ситуации. У нас нет в законе ответственности за предложение делать пожертвования. Так тут же не предложение, тебе по факту выставляют, ты должен это купить. А это опять-таки, с точки зрения закона, это оферта. Оферта? Есть понятие, оферта, есть такой гражданский термин, предложение, переводится оферта. То есть учреждение образования предлагает заключить договор пожертвования. Оно передает перечень, то есть предмет перечень неких вещей, которые вы можете купить, но можете и не купить. Так а договор где? Договора же нету. Соответственно, если вы переводите некую сумму на расчетный счет, исходя из перечня этих вещей, либо приносите эти вещи, то есть, в принципе, сам факт передачи вещей, конечно, должен быть документально оформлен. То есть, это как минимум должен быть договор пожертвования, по которому учреждение образования приняло вещи от родителей. У нас ежегодно составляется бюджет
правильно, в котором есть строка на финансирование учреждения образования. Следовательно, какие-то умные люди должны посчитать перед тем, как принять бюджет, сколько необходимо, допустим, там, на область, район денег для обеспечения нужд. Вот. Все это доводится до там, организаций более низкого уровня, детские сады, конкретные школы, то есть они, по идее, должны какие-то заявки подавать, вот сколько им надо на этот год денег, там, имущества, оборудования и тому подобного. То есть это потом все суммируется и выводится некая сумма, которая закладывается в бюджет. Соответственно, из бюджета потом выделяются деньги, то есть это государственные деньги, которые должны идти на приобретение там конкретных вещей для нужд школы. Ну, в принципе, это же наши дети, правильно? Это вот. наши деньги. И это наши деньги, да. А другое дело, я подозреваю, что не всегда, скажем так, стоимость нужд соответствует той сумме, которую государство в состоянии выделить из бюджета. И, естественно, денег не хватает. Может, купим новые вертолеты? Вертолеты. Как это недавно произошло. Да у нас еще старые летают. Я, по крайней мере, по телевизору видел, когда был парад, они летели, значит, они летают. А еще новые будут летать. Мы граждане, которые финансируем власть, и не только власть, но и те нужды, которые власть, в общем-то, должна обеспечивать. Поэтому надо направить запрос, и мы хотим знать действительно, а если денег не хватает по каким-то причинам, то мы хотим знать, почему не мы хватает. хотим знать, почему их не хватает. Да, это логично, по-моему. Чем публичнее и чем более открыта власть своим гражданам, тем больше доверия у граждан к этой власти. Мне кажется, что все вопросы проще решать сообща, а не отгораживаясь там какими-то формулировками, вот, ну, скажем, не выстраивая там преграды и не устраивая закрытость. Ну это же так просто. Я не понимаю, в чем проблема?